Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Назарбаев приехал к Эрдогану. Он стал первым из мировых лидеров, кто приехал в Турцию после попытки военного переворота. Визит проходит на фоне массовых судов над участниками мятежа. А уже в понедельник Эрдогана в Петербурге ждет Владимир Путин. В освобожденных от ИГИЛ городах сирийские женщины публично и массово сжигают ненавистные черные паранджи, которые их заставляли носить террористы. В городе Манбидж в сжигании участвовало почти все местное женское население, от самых маленьких до самых пожилых. В кыргызском Оше во время купания утонули уже 7 детей, среди них совсем маленькие. МЧС и милиция требуют от родителей не оставлять своих чад без присмотра, но уговоры и обращения пока не помогают. Не так давно здесь утонул 4-летний мальчик, когда его родители жарили неподалеку шашлыки. Молодая женщина и мужчина с бородой-испаньолкой. Украинские исследователи опубликовали видео, на котором показаны люди, заминировавшие машину позже убитого взрывом известного журналиста Шеремета. Преступники могли использовать грим. Повторяюсь, просим установить это лицо, если он наблюдает эту программу, выйти к нам либо на горячую линию, либо на 102. Его показания будут очень важны для нас. В бразильском Рио-де-Жанейро началась Олимпиада. Вплоть до самого открытия игр Международный олимпийский комитет решал судьбу российских спортсменов, увлеченных в допинге. В результате был допущен 271 спортсмен. Это почти на 20 человек больше, чем предполагалось накануне. Наша команда будет принимать участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в полном составе. Президент Казахстана Назарбаев прибыл в Анкару на встречу с президентом Эрдоганом. Назарбаев был приглашен турецкой стороной, сообщила администрация президента Турции. Он стал первым президентом из мировых лидеров, прилетевшим в Турцию после попытки военного переворота. Известно, что президенты общались в узком кругу в резиденции Эрдогана. Точной информации о темах, которые обсуждали лидеры, пока нет, не считая официальных формулировок о двустороннем взаимодействии. Нурсултан Назарбаев в каком-то смысле стал блокадопрорывателем. Лидеры европейских государств заняли очень жесткую позицию в отношении турецких властей из-за масштабных политических репрессий, которые были развернуты в стране после попытки военного мятежа. Особую роль Назарбаева подчеркнул заместитель премьер-министра Турции, который заявил, что казахстанский лидер поддержал Турцию в самое сложное для нее время. Между тем, уже в понедельник, 8 августа, президента Эрдогана ждет в Санкт-Петербурге Владимир Путин. Последние 2 месяца, особенно после попытки переворота, отношения между Россией и Турцией радикально переменились от откровенной вражды до полного согласия и дружбы. Как заявляется в Петербурге, Путин и Эрдоган должны снять все существующие между странами разногласия, в том числе и по войне в Сирии. Власти США изучают предоставленные Турции документы с требованием экстрадиции турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган считает своим личным врагом и организатором недавней попытки военного переворота. Подробности в репортаже Рейтер. Ордер на арест, выданный в Турции, не изменит статус и взгляды Фетхуллаха Гюлена. Так говорится в заявлении богослова, опубликованном в четверг. Он снова осудил попытку переворота, вдохновителем которой его называют турецкие власти, и заявил о своей непричастности к ней. «Турецкая судебная система не имеет юридической независимости», написал Гюлен, а ордер на свой арест назвал очередным примером движения президента Эрдогана к авторитаризму. Турция добивается экстрадиции проповедника, живущего в добровольном изгнании в Соединенных Штатах. Суд в Стамбуле постановил заочно арестовать Гюлена. Представитель Госдепартамента США Марк Тонер сказал на брифинге в Вашингтоне, что американская сторона получила из Анкары документы, касающиеся Гюлена. По словам Тонера, Соединенные Штаты изучают эти бумаги, но официального запроса на экстрадицию проповедника они еще не получили. Депутат турецкого парламента от оппозиционной партии «Националистическое движение» Камиль Айдын сказал в Нью-Йорке, что он и его коллеги провели встречи с различными ведомствами Соединенных Штатов, чтобы добиться выдачи Гюлена. Министерство юстиции подтвердило получение 85 коробок с документами и в настоящее время изучает их. Так они нам сообщили. 2 стороны находятся в контакте друг с другом. Соединенные Штаты, по словам Тонера, предложили Турции помощь в расследовании обстоятельств попытки переворота 15-16 июля. Он не сказал, приняла ли Анкара это предложение. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган называет благотворительные организации, школы и фирмы, связанные с Гюленом, рассадниками терроризма. Он сказал, что перекроет финансовые потоки бизнес-структур, имеющих отношение к проповеднику.
В Афганистане талибам удалось захватить в плен российского гражданского летчика. Сообщается, что он пилотировал грузовые вертолеты. Талибы хотят обменять его на кого-нибудь из своих боевиков в плену у афганского правительства. Тем временем на западе Афганистана произошло нападение на иностранных туристов, которые следовали в Кабул в составе колонны правительственных автомобилей. Талибы, которые осуществили эту атаку, заявляют, что им удалось убить несколько иностранцев и взять в заложники 7 афганских солдат. Правительственные чиновники Афганистана, в свою очередь, говорят, что как минимум 5 иностранных туристов и их водитель ранены. Среди них 3 британца. Об убитых не сообщается. Туристы посещали один из самых крупных буддийских храмов в провинции Бамиан, которая считается одной из самых спокойных в Афганистане. Туда в последнее время приезжают сотни иностранцев. Неизвестная сирийская группировка, называющая себя главным фондом по делам заключенных, заявила, что им удалось захватить все 5 тел россиян, погибших при крушении российского вертолета Ми-8, сообщает агентство Рейтер. Никто ранее не слышал о существовании такой группы. Террористы требуют в обмен на выдачу тел россиян отпустить всех заключенных в тюрьмах Дамаска и пленников Хизбаллы в Ливане. Вместе с тем, представитель другой террористической организации Ахрар Аш-Шам, которая входит в состав исламистского фронта Джибхат ан-Нусра, заявил, что пока тела всех погибших россиян все еще остаются в районе крушения вертолета, так как российские ВВС наносят удары по тем, кто пытается приблизиться к ним. Боевики также планируют обменять тела военнослужащих, цитата, на 1000 заключенных, удерживаемых режимом Башара Асада. Представители ООН потребовали от сражающихся в сирийском городе Алеппо сторон и России обеспечить гуманитарную паузу в боях, чтобы вывести мирное население из самых опасных районов. Как утверждают в ООН, сегодня в Алеппо происходит самое ожесточенное сражение за все 5 лет гражданской войны в Сирии. Нигде сейчас так не важна гуманитарная пауза, как для знакового и многострадального города Алеппо. Это очень ясно для всех сторон, в том числе и для Российской Федерации. Они сделали предложение по гуманитарным коридорам. Сейчас идет интенсивная дипломатическая деятельность для того, чтобы провести такую операцию. Внутри самого Алеппо ситуация все больше напоминает уличные бои времен Второй мировой. Последние дни Алеппо все чаще называют сирийским Сталинградом. Пытающиеся прорвать блокадное кольцо боевики несут тяжелейшие потери. В городе находятся 1000 раненых. Как сообщают из Алеппо медики, катастрофически не хватает медикаментов, но особенно повстанцы нуждаются в донорской крови, сбор которой они пытаются организовать в подконтрольных районах. Как утверждают врачи, собирать доноров становится все труднее. Мы работаем в Центральном банке крови в освобожденном Алеппо, и сегодня здесь мы принимаем кровь. Это кампания, которая была организована из-за варварских действий режима Асада и российских самолетов. Мы сталкиваемся с большими трудностями, так как человек, который жертвует кровь, может повторно сдать ее только через 3 месяца. Из-за бомбардировок и осады у нас нет шансов получить кровь от доноров из сельской местности. Барак Обама, выступая в Пентагоне, объявил, что больше не доверяет Владимиру Путину по сирийскому вопросу. По мнению американского президента, Россия вовсе не стремится прекратить кровопролитие в Сирии и даже наоборот. Это заявление Обама сделал в день своего 55-летия. Известно, что Владимир Путин не стал поздравлять Обаму, как обычно, по телефону, а ограничился телеграммой. Я не уверен, что мы можем доверять русским и Владимиру Путину, и именно поэтому мы должны проверить, можем ли мы получить фактическое прекращение военных действий. Это включает в себя конец всем видам воздушных бомбардировок, убийствам гражданских лиц и разрушениям, которые осуществляются режимом Асада. Россия не в состоянии достигнуть этого, либо потому, что они не хотят, или потому, что они не имеют достаточно влияния на Асада. Именно это мы и проверим. Жительницы освобожденного недавно от ИГИЛ сирийского города Манбидж вышли на улицы, чтобы демонстративно сжечь черные паранджи, которые заставляли их носить террористы во время многомесячной оккупации города. В символическом сжигании приняло участие практически все женское население Манджиба, от самых юных до самых пожилых. На кадрах видно, с каким воодушевлением и радостью женщины сжигают ненавистные им паранджи. И когда у одной из женщин не получается сразу поджечь паранджу, к ней на помощь с зажигалками и спичками моментально приходят десятки человек.
В кыргызстанском городе Ош в местных водоемах утонули 7 детей. Дети спасаются от жары, в основном купаясь в местной реке Акбууре. Правоохранительные органы винят родителей, а власти города не имеют полномочий полностью запретить отдых на берегах рек и прудов. Шавкат Тургаев с подробностями. Дамир с друзьями приходит купаться на речку каждый день. В прохладной воде Акбуры ребята спасаются от летнего зноя. Сюда мы приходим купаться часто. Сегодня вода холодная, мутная. Если вода чистая, она теплая. Тогда мы из реки вообще не вылезаем. Ходим сюда, потому что здесь бесплатно, а за бассейн нужно платить. Да и народу в бассейне много. Неудобно, может кто-нибудь и толкнуть. О том, что за последнее время в реке утонули несколько детей, ребята хорошо знают, но все равно идут купаться. А некоторые стали свидетелями гибели маленького ребенка. Не так давно здесь утонул 4-летний мальчик, когда его родители жарили неподалеку шашлыки. Тут все об этом говорят. Сотрудники милиции во всем винят нерадивых родителей, которые оставляют своих чад без присмотра. С тех пор, как начался купальный сезон, в реке утонуло 7 детей. Это произошло из-за халатности их родителей. За последнюю неделю утонули 2 ребенка. Родители не глядели за своими детьми. На днях утонул еще один ребенок, также по вине невнимательных родителей. Правоохранительные органы призывают горожан отправлять своих детей в бассейны, где есть спасатели. А сотрудники МЧС решили обучить школьников правилам поведения в воде и оказанию первой медицинской помощи. Мы готовы обучить оказанию первой помощи и спасательные службы на водоемах. Именно эти люди находятся там постоянно, и у них больше возможностей прийти на помощь детям. Власти города запретить купание в реке не могут, а потому просят родителей внимательно следить за своими детьми. Шавкат Тургаев, Эрнис Нурматов. Настоящее время. Город Ош, Кыргызстан. Далее в программе. Молодая женщина и мужчина с бородой-испаньолкой. Украинские исследователи опубликовали видео, на котором показаны люди, заминировавшие машину позже убитого взрывом известного журналиста Шеремета. Преступники могли использовать грим. Повторяю, просим установить это лицо, если он наблюдает эту программу, выйти к нам либо на горячую линию, либо на 102. Его показания будут очень важны для нас. В бразильском Рио-де-Жанейро началась Олимпиада. Вплоть до самого открытия игр Международный олимпийский комитет решал судьбу российских спортсменов, увлеченных в допинге. В результате был допущен 271 спортсмен. Это почти на 20 человек больше, чем предполагалось накануне. Наша команда будет принимать участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в полном составе. В Бразилии открылись 31-е Олимпийские игры. До самого последнего момента Международный олимпийский комитет решал судьбу российской сборной, спортсменов которой обвиняют в систематическом применении допинга. За несколько часов до открытия Олимпиады было принято решение все-таки допустить к участию в ней 271 спортсмена из России. Это почти на 20 человек больше, чем планировалось международными комиссиями. Однако глава МОК Томас Бах заявил, что создает новую комиссию по расследованию допинговых преступлений в России. Мы хотим окончательно пролить свет на допинговую систему в России. Мы создаем собственную комиссию, которую возглавит Гай Каниве, бывший член французского конституционного суда, который будет изучать следующий доклад Макларена. Около 20 российских атлетов смогли получить шанс принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро после решения спортивного арбитражного суда в Лозанне. Он отменил решение Международного олимпийского комитета о том, что к играм не допустят всех, кто в прошлом имел какие-либо допинговые нарушения. Суд за сутки до старта игр признал юридическую неправомерность двойного наказания. У нас сегодня есть хорошие новости для российских болельщиков. Я думаю, что все вы ждете с нетерпением этой информации. Хочу сказать, что по большинству видов спорта наша команда будет принимать участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в полном составе. Украинские исследователи обнародовали видео подозреваемых во взрыве машины известного российско-белорусского журналиста, телеведущего Павла Шеремета. До последнего времени следствие скрывало фотороботы и видеокадры с камер наружного наблюдения, чтобы не спугнуть преступников. Следственная группа выложила кадры минирования автомобиля в свободный доступ после того, как почти все украинские телеканалы в результате утечки из МВД показали часть этого видео в своем эфире. На своей пресс-конференции следователи обратились к гражданам с просьбой помочь найти свидетеля преступления. К сожалению, он на сегодняшний момент не установлен, поэтому мы просим вас, как журналистов, те люди, которые смотрят,
повторяюсь, просим установить это лицо, если он наблюдает эту программу, выйти к нам либо на горячую линию, либо на 102. Его показания будут очень важны для нас. Напомним, что Павел Шеремет был убит в Киеве. Автомобиль, которым он управлял, был подорван при помощи самодельной магнитной мины. Главной причиной убийства журналиста украинские власти считают его профессиональную деятельность. Части украинской армии, находящейся на востоке страны, в ближайшее время должны прибыть тысячи новобранцев. Одна из главных проблем, с которой могут столкнуться призывники, это минные поля, не обозначенные на картах. Сейчас саперы в срочном порядке очищают от мин наиболее опасные районы. Мины на обочинах, под табличками, с проводами и без обозначений просто в поле. Ловушки для противников могут стать ловушками для новобранцев, говорят военные. Данное расположение мин, если такие есть, при ротации военные не всегда успевают передать своим преемникам. Разминировать поля должны военные саперы или спасатели, но на деле эту работу приходится делать рядовым военным. По маршруту, если идешь, заметил, то лучше убрать, чтобы никто больше не напоролся. Таким образом, опять же, при помощи кошки или же подручных средств, камушек на веревочку и вперед. Пытаешься протянуть камушком. Как получится. Камень или бутылка на веревке – единственное подручное средство для простого солдата. Специальное приспособление есть только у специалистов. Предмет входит в состав вооружения исключительно инженерно-саперных войск. У обычного простого бойца, понятно, такого инструмента нет. Зацепки для снятия растяжек бывают разной формы. Многие из них стоят недешево. И это при том, что даже они часто не могут снять растяжку. Харьковчанин Андрей Таубе изобрел свою зацепку – травяную кошку. На сегодня кошка Таубе самая эффективная, признаются специалисты по разминированию. А себестоимость ее – менее $2,5. Реально очень дешево и 3 копейки. В общем-то, по сравнению с жизнью бойца, по сравнению с тем, что люди подрываются на растяжках, и лечение, несоизмеримо дороже. Со своим изобретением Андрей Таубе обратился в Министерство обороны. Там новшество сначала одобрили, а потом от него отказались. Саперные приспособления рядовым военным все же привозят за счет волонтеров. Почти 4000 кошек Таубе попали на фронт благодаря пожертвованиям обычных граждан. Рядовому солдату саперные приборы не нужны, говорят в Министерстве обороны. Разминированием по правилам должны заниматься только спасатели и инженерно-саперные войска. Наши солдаты сейчас находятся в обороне, то есть такой особой необходимости для того, чтобы они передвигались в зону боевого соприкосновения, не существует, правильно? Но если будем наступать, тогда будем делать проходы. Разминирование, пожалуй, вторая по важности задача в зоне АТО. Убрать все мины, даже если боевые действия закончатся, удастся не раньше, чем через 10 лет. Дарья Соловьева, Зиновий Стефанюк. Настоящее время. Каждый год в имение основателя американской демократии Джорджа Вашингтона приезжает как минимум 1 миллион туристов, чтобы проникнуться духом 250-летней давности. Впрочем, некоторых больше интересует табачный и винокуренный бизнес семьи первого президента США. Специальный репортаж об обычной жизни основателя американского государства подготовили наши коллеги из «Голоса Америки». Маунт-Вернон, родовое имение семьи Вашингтонов, начал развивать еще прадед Джорджа Джон Вашингтон. В середине 17 века Джону досталась земля, которую местные индейцы называли Эпсевассан. Тогда же на плантации начали выращивать табак для экспорта в Европу. Сын Джона Августин, отец будущего президента, добавил к производству табака еще и черный перец, так как пряности тогда были в цене. Нынешнее поместье стоит как раз на том месте, где Августин Вашингтон построил свой скромный двухкомнатный дом. Кроме того, с незапамятных времен в хозяйстве имелись огород и фруктовый сад, дававший яблоки, груши и персики, благо климат в Вирджинии очень благоприятен для садоводства. Вот так, переходя от отцов к старшим, а затем к младшим сыновьям, поместье дошло до Джорджа. Управлять поместьем, которое носило имя Маунт-Вернон, он начал уже в 22 года, а через 7 лет, в 1761-м, вступил в полноправное и единоличное владение. Еще перед этим Джордж начал расширять старый отцовский дом, превратив его в двухэтажный особняк и добавив модный тогда портик с колоннадой и купол на крыше. Сейчас в доме имеется 21 комната общей площадью 1100 квадратных метров.
К моменту начала войны за независимость на территории плантации действовали уже 5 отдельных ферм. После того, как табачный бизнес пошел на убыль, Вашингтон начал выращивать у себя злаковые культуры и даже пробовал заняться овцеводством. К 1770 году на плантациях Маунт-Вернона росли лен, конопля, пшеница, кукуруза и более 60 экспериментальных культур. Между усадьбой и плантацией помещалась конюшня с лошадьми и несколькими экипажами. Работы в имении главным образом велись руками рабов. Их жилые и хозяйственные помещения, включая коптильню, прачечную, уборную, можно видеть в имении и сейчас. Как это было принято на американском юге в те времена, Джордж Вашингтон оставался рабовладельцем всю свою жизнь. Есть основания полагать, что на склоне лет он начал сознавать порочность рабовладения. Почти половина из 318 рабов получила свободу после смерти Вашингтона в соответствии с его завещанием, а остальные еще через несколько лет. Отсюда же в 1789 году Джордж Вашингтон отправился в Нью-Йорк, тогдашнюю столицу США, чтобы вступить в должность первого президента страны. И сюда же он вернулся через 8 лет, когда отказался от третьего срока президентства, создав таким образом новую традицию. Примерно в эти же годы в имении заработало чудо техники – водяная мельница. Вашингтон занялся винокурением. Основанное им производство виски было недавно восстановлено. Несколько сортов домашнего виски по рецепту первого президента можно приобрести в сувенирном магазине на территории поместья. Зимой 1799 года Джордж Вашингтон целый день провел на плантации в дождь, снег и град. Наутро он проснулся со страшной ангиной и температурой. Вечером следующего дня, 14 декабря, он скончался в возрасте 67 лет. В 1960 году Маунт-Вернон был включен в список национальных исторических памятников. Ежегодно здесь проходят исторические празднества, а в День независимости – принятие присяги новыми гражданами США. Можно без преувеличения сказать, что Маунт-Вернон – это средоточие американского патриотизма. Сюда жители Америки приезжают, чтобы проникнуться духом того времени. Времени, когда людьми двигали высокие идеалы, ради которых они не щадили себя и добровольно жертвовали своей жизнью. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. В настоящее время Маунт-Вернон, штат Вирджиния. В Тбилисском зоопарке, где год назад во время наводнения погибли практически все животные, сегодня впервые отпраздновали пополнение. В семействе белых львов самка родила 3 детенышей. Подробности в репортаже Рейтер. Львица по имени Клеопатра вылизывает своих детенышей, а во вторник она родила тройню. Это первое пополнение в Тбилисском зоопарке со времен разрушительного наводнения в июне прошлого года. Тогда Клеопатра потеряла другого ребенка, льва Шумбу. Его и нескольких других сбежавших из вольеров животных застрелили сотрудники спецназа, рассказывает директор зоопарка Зураб Гурейлидзе. В прошлом году во время катастрофы в Тбилисском зоопарке по разным причинам погибло более 280 животных, в том числе детеныш белого льва Шумба, который был очень популярен среди посетителей. Рождение его брата и сестер имеет особое значение для нашего зоопарка, и мы надеемся, что они также станут популярными. Роды проходили сложно, но сейчас мать и дети чувствуют себя хорошо. Тбилисский зоопарк – один из 70 во всем мире, где содержатся белые львы. Вообще, это очень редкие животные. Это не отдельный вид или подвид. Это полиморфизм, который встречается в Южной Африке. Но сейчас в дикой природе их фактически не осталось. Пока львята живут вместе с матерью, но, по словам сотрудников зоопарка, когда детеныши подрастут, их переведут в отдельный вольер. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы желаем вам приятных выходных и прощаемся до следующей недели. Всего доброго.